Дороболорун үтө күнүнен бастан булрыгы ола текке тыгынча сүрбе сыллагы сахалы хохоннор бунагабын ден видео буттан бухатардыны көрүң. Сборник стихов якутского интернета ден бу книга холобрат бир походун бар. Жону эмие яка аганы неребин. Философская ислам. Беги бары өлөкпөт, хара борга кирекпет, хараматтан келбетпет, харамага барекпет, оттон сырырык кулу, күнө тула эргие, урык кулу, уту субу, саа сайын сол буйу, урык кулу, лулена, долгунуя устога, отун мустах морага, утун илжен кутуга. Ветенник толлар, кыжыктоонмук. Мен саамыраатта сеттоникким болду, сеттоникки састак. Ол гынан баран бу олгом тухарана учнай, онна творческой үйленден жарктаммыт. Атында үйлерге хлора ЮНЕСКОга кемтан да тутулга суох карете хыджыбыт боламмын. Ол мен састав жоммор бар. Давление, мен курдук вырдылар суықтан, меха давление, ден олық суық. Онна ол холобра бұл туық сүйеқ, еген четуары вырдытығын дені білбәтпе. Олу тамараға мақтанамын. Ол гынан баран қандық бағарар күйдің суық болан халықтың сөп. Ол ехен олығым сүрен ұлыхан түміктірен тұғынан кенегелері сұруюны сағаладым. Бу кенигелер тостарынан ютубка бар видеоларга кепсибин. Бастакы кенига тугунан видеоттан быгат ардылары истең. Научному творчеству в области математики я всецело посвятил 21 год своей жизни, а с переходом на работу в ЮНЕСКО в 1992 году сосредоточился на разработке и реализации различных международных проектов, в том числе в области популяризации математики и математического образования. Я согласен с классификацией математиков, предложенной Жаном Дьедони, и отношу себя к сильным математикам международного уровня, способным к оригинальным исследованиям, которых, по его мнению, в развитых странах на 10 миллионов жителей рождается примерно по одному в год. Дьедони на самый высокий третий уровень своей классификации математиков ставит больших новаторов, чьи идеи оказывают влияние на всю науку своего времени и даже век спустя, и считает, что теперь таких появляется по одному или два в год по всему миру. В этом отношении приятно осознавать, что я написал первую в мире книгу по элементарной геометрии преследования, что является историческим событием в преподавании и популяризации математики. Ибо элементарная геометрия на плоскости в течение 2500 лет ограничивалась изучением свойств геометрических фигур и линий. Действительно, элементарная геометрия преследования является расширением классической элементарной геометрии Евклида, на которой воспитывались в течение более 2000 лет поколения математиков. Она и математика Жипта образуют неиссякаемый источник тем для исследования, формулируемых на языке, доступном для школьников после начала изучения ими геометрии на плоскости. Эти проблемы образуют единое направление исследований, а не совокупность разрозненных нерешенных задач. Приобщение в рамках этого направления к исследовательской деятельности открывает двери к научной профессиональной работе в области математики или любой другой области деятельности с использованием методов математического моделирования.
Поэтому следует перейти от использования тестов и соревнований к проверке математических способностей учащихся путем раннего приобщения к настоящим исследованиям, что составляет основу моей системы раннего и безошибочного определения математических талантов. Использование этой системы способно превратить среднее или даже небольшое государство в математическую державу, что подробно разъяснено в книге «Математика. Ключ к успеху». Поэтому неожиданное открытие существования новой области математических исследований, доступной учащимся средних школ, должно привлечь внимание стран, которые серьезно относятся к своему будущему. Раннее приобщение к базовой версии ЖИПТа с 5 лет или раньше является показателем наличия у ребенка повышенного интеллектуального коэффициента. Причем правила ЖИПТа, в отличие от правил классических настольных интеллектуальных игр, легко модифицируются на любой вкус. Использование силы искусства при популяризации ЖИПТа повышает возможности его коммерциализации, что в сочетании с его педагогическим потенциалом позволяет надеяться на распространение по всему миру. В этом случае мои идеи окажут влияние на популяризацию математики и, следовательно, всей науки в течение веков. Сергебит, эбетерна киргете ди сынабыт жоннор ити видеоны булан көрүң, онна кинигебин ағым. Аны билеген иккис кениге туунан видеоттан бахатардылары көрүң онна истиң. В первой части данной книги я объясняю, почему решил заняться модернизацией тангризма, тенгризма, древней религии степных народов, сохранившейся в Якутии, толерантной и недогматизированной, поэтому легко приводимой в состояние, совместимое с научным мировоззрением. Во второй части сравниваю развиваемый таким образом современный тангризм с персонализируемой модульной архитектурой с идеями европейских мыслителей об идеальной религии. Показано, что на самом деле современный тангризм совпадает с мировоззрением любого образованного человека со взглядами, совместимыми с научным мировоззрением. Моя профессиональная научная деятельность, разумеется, была несовместима с традиционными догматическими религиозными воззрениями, носителей которых, неспособных к персонализации и модернизации своих верований, рассматриваю как людей со средневековым менталитетом. Я рад, что родился в Якутии, стране с близким к природе и здравомыслящим народом, обладающим в настоящее время высоким уровнем образования и возрождающим традиционную тангрианскую религию своих предков на современной, совместимой с научным мировоззрением и творческой основе, исключающей догматизацию. В менее выраженной форме аналогичные процессы тенгрианского возрождения наблюдаются в Казахстане, Южной Сибири и других регионах проживания тюрко-монгольских народов. На самом деле эти процессы интересны для всех людей доброй воли в эпоху странного и опасного возрождения религиозного фундаментализма. Совокупность индивидуальных верований каждого человека является хорошим индикатором интеллектуального и творческого уровня этой личности, его моральных качеств, и поэтому является важной компонентой ее мировоззрения. Данный модуль может содержать не только этические и другие рассуждения, но и поэтические тексты современных молитв. Здесь существует большой простор для философского, поэтического, художественного и другого творчества. Мои книги по тангризму призваны облегчить такое творчество, причем они направлены на будущее. Ибо современный человек не может верить так, как верили его предки во времена ограниченного и медленного распространения информации. Книга «Тангризм» —
Религия Аттилы и Чингисхана и ее современные версии описывает предлагаемую мною системную архитектуру современного тенгризма в форме приемлемой для всех людей доброй воли. Солидность такого подхода проверяется в книге «Философия тангризма» путем сравнения с размышлениями классических и современных философов о толерантности, вечном мире, естественной и идеальной религии. Материал, изложенный в этих книгах, позволяет разобраться в глубинных мотивах действий великих тангрианских деятелей Аттилы и Чингисхана, сыгравших огромную роль в мировой истории. В результате многолетнего изучения жизни Аттилы я пришел к убеждению, что он был самым великим историческим деятелем степных народов, настоящим лидером не только этих, но и большинства европейских народов своего времени. Главным стремлением Аттилы было создание Европейского Союза. Процитируем французского академика Марселя Бриона «Государственные деятели». Какой бы нации они ни принадлежали, не могут сегодня отрицать, что планом этого царя, одного из самых великих правителей в истории мира, было европейское единство. Создание талантливых исторических фильмов об Аттиле привело бы в Казахстане к бурному росту всеобщего интереса к тенгрианской эпохе истории степных народов, чтобы привело к значительному уменьшению опасности распространения исламского фундаментализма в этой стране. Использование фильмов об Аттиле в качестве своеобразной вакцины против религиозного фундаментализма в той или иной мере будет эффективно в других странах и регионах проживания тюркских народов. Вплоть до Турции. Можно было бы даже сделать попытку возвращения народов китайского Туркестана к модернизированной версии тенгрианской религии предков, чтобы наладить их спокойную жизнь в условиях бурно развивающегося Китая. Такие действия отвечают интересам не только тюрко-монгольских стран и регионов, но также Европейского и Евразийского союзов, людей доброй воли во всем мире. Таким образом, я не жалею, что потратил большие усилия развитию современного тангризма в форме приемлемой для всех людей доброй воли. Уточнению реальной роли Аттилы во всемирной истории и созданию литературных произведений о нем и киносценария, способного привлечь внимание мирового зрителя. Считаю, что эти действия полезны для развития человечества и оставят свой след, как и мои усилия в области математики и математического образования. Маны тағанан сақамығын солтата, сақалар бір ұлу анаулара ден аттақ, онда датын видеолар бұн кіргітігер ұңырабын.